Парад в честь 75-летия Победы обязательно состоится. Сомнений в этом не было, когда мы отмечали 9 мая в семейном кругу. И сегодня, наконец, стало известно, когда. 24 июня, день, вписанный в историю. Тогда, в 45-м, состоялся тот самый легендарный парад Победы, когда воины народа-победителя повергли на брусчатку Красной площади штандарты гитлеровских армий. Сегодня приказ начать подготовку верховный главнокомандующий отдал министру обороны. Состоится и всероссийское шествие бессмертного полка, но чуть позже. Дату и все подробности узнал Константин Панюшкин. Ждать пришлось не так уж и долго. Спустя 2,5 недели после Дня Победы ситуация позволяет начать подготовку к параду. Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России, Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей. Москва, Красная площадь. 24 июня 1945 года здесь, у стен Седого Кремля, встречала страна своих сыновей, вернувшихся с победой. Тот же день, то же место, только 75 лет спустя. Лучшей даты было бы не найти. Обычно подготовка к параду Победы начинается осенью предыдущего года. В этот раз у Минобороны месяц. С другой стороны, вплоть до апрельского приказа о переносе парада репетиции в Алабино не прекращались. По Красной площади готовились пройти 30 танков Т-34, артиллерийские самоходки времен Великой Отечественной, современная российская техника и, конечно, армейские новинки. В пеших расчетах планировали показать себя до 15 тысяч военнослужащих. Теперь репетиции экстренно возобновятся. Приказываю вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены. Готовится к параду Первый канал. Десятки камер будут расставлены вокруг, над и на Красной площади. Некоторые даже вмонтированы в брусчатку. Ребята, готовы? 3, 2, 1, куранты. На что способна режиссерская команда Первого в очередной раз можно было оценить 9 мая. Таким авиапарат россияне увидели впервые. Мы в этом году придумали, что нужно показать пилота из кабины самолета, и потом камера, чтобы вылетела из кабины самолета и облетела самолет. Ведь самое главное — создать атмосферу ощущения присутствия, чтобы люди смогли побывать там, и эмоции передались через экран. Так что смотрите нас в эфире. Надеюсь, и не болейте, самое главное. Через месяц вы сможете увидеть все это снова. А вот бессмертный полк позже. Про него не забыли, но с учетом требований социального дистанцирования 24 июня слишком рано. Предлагаю, тем не менее, провести марш бессмертного полка тоже после парада, но после другого, на месяц позже. А именно 26 июля, а это еще один день нашей ратной славы, в день военно-морского флота России. В этот же день приказываю вам провести традиционный военно-морской парад на главных базах военно-морского флота страны. Военно-морским парадам коронавирус помешать не сумеет. А вот марши бессмертного полка пройдут только если позволит эпидемиологическая обстановка. И, конечно, если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша бессмертного полка на другие, более поздние сроки. Но будем надеяться, что все задуманное нам удастся сделать в те сроки, о которых я сказал сейчас. При этом, конечно, будем руководствоваться только ответственным подходом. Повторю, жизнь, здоровье, безопасность людей для нас главная, безусловная ценность. А пока пора начинать подготовку, и притом ко всему сразу. Приступайте к исполнению. Спасибо. Константин Панюшкин, Павел Рудаков, Дмитрий Литвиненко, Первый канал.